В сети начинает распространяться видео с руководителем противопожарного отдела Greenpeace России Григорием Куксиным. Для начала я поясню. Вот буквально пару дней назад мы весело послали на 3 буквы Артемия Лебедева. Он потроллил нас, мы его. Это было дурачество. Я не хочу, чтобы вы вдруг посчитали, что якуты опять обиделись и так далее. Но в данном случае это совсем иной уровень, потому что формулировка высказывания Григория несет иной, намного более негативный характер. И здесь не до шуток, не до обиды и не до дурачества. Григорий Куксин сказал буквально следующее. Огромные площади погибших лесов, в них бьют молнии. Под ними разводят костры, якуты, которые не тушат костры, это вообще отдельная беда, потому что там вплоть до религиозных убеждений, что духи огня обидятся. Брошенные окурки. Вот это все вместе создает такое количество пожаров, на которые у нас нет сил. Поэтому мы тушим только то, что самое-самое ценное, то, что мы решили тушить. В этих условиях невозможно избежать огромного роста пожаров. И знаете, я подумал, что некий пожарный Григорий, сказал глупость и не обратил внимания. Еще попросил своих подписчиков принять это без эмоций. Но проблема в том, что Григорий Куксин оказался по официальному сайту Greenpeace одним из лучших пожарных в мире. А это значит, за его словами, громадная международная ответственность. И ладно бы это видео. На официальном сайте Greenpeace России опубликована статья Григория Куксина, в котором он назвал неверные тактические ходы по тушению и предупреждению пожара. И с этим трудно спорить. Куксин, как специалист, наверняка знает свое дело. Но там же в статье написано следующее. Насколько я могу судить, в Якутии и так, к сожалению, очень слабо развита культура безопасного обращения с огнем. Для людей в порядке вещей не потушить за собой костер в тайге, бросить в лесу непотушенный окурок. Связывая эту статью и его видео, можно сказать, что Григорий Куксин назвал якутов людьми, которые не умеют обращаться нормально с огнем, а также то, что якуты имеют в своей культуре обычай не тушить костер в тайге. Григорий, во-первых, вы проводили квалифицированную статистику на местах, и это у вас репрезентативная выборка. Второе. Как вы узнали, что это были якуты? Вы увидели азиатские черты лица и решили, что это якуты? Или вы подошли и спросили? В-третьих, даже если вы увидели пару человек из моего народа, которые действительно оставили костер непотушенным, это не значит, что это практика, которая касается всего моего народа. У вас не было никаких прав говорить якуты, которые не тушат костры, вплоть до религиозных убеждений, что духи огня обидятся. Подставьте вместо якуты любую другую нацию, и я уверяю, это будет звучать стрёмно. Русские, которые не тушат костры, или татары, которые не тушат костры, итальянцы, которые не тушат костры, вплоть до религиозных убеждений, что духи огня обидятся. Неужели было сложно сказать «люди, которые не тушат костры»? Согласитесь, Григорий, я, глядя на вас и вспоминая Артемия Лебедева, не делаю выводов ни о каком народе, потому что это будет неправда. А в вашем контексте и конструкции предложения вы выставляете мой народ недалеким и диким, как будто мы сами развели пожары и теперь просим помощи. Да, среди любого народа есть какая-то часть безответственных дурачков, которые могут совершать глупости, но эта малюсенькая часть, за весь народ так говорить нельзя. Почему именно якуты, которые не тушат костры? Да вообще любой человек, который не тушит за собой костры, дурачок. Неужели, по-вашему, американец, который не тушит за собой костер, молодец, а вот якут, не потушивший за собой костер, дурак? Нет же, оба дураки. Поэтому указывать национальность не было никакой необходимости. Между тем, у моего народа Саха нет ни одного обычая, где бы мы не тушили костер в тайге. Это же чистой воды дебилизм, не тушить костры. Вы сами подумайте, Григорий. 2/3 якутских мужиков – это охотники, и с молоком матери в нас воспитывают бережное и уважительное отношение к лесу и природе. Мой народ живет на этой земле сотни лет. Лес – это наш дом.
Представьте, если бы реально у нас была такая практика не тушить костры. Мы бы спалили все к чертям давным-давно. Плюс ко всему у нас, как и везде, есть уроки ОБЖ и проводят профилактические беседы. О нас и так в целом у некоторой части населения очень стереотипное представление. Как будто мы тут собираем с земли алмазы, ездим на оленях и спим на шкурах. Да, у нас есть люди, которые живут в юртах, занимаются традиционным скотоводчеством, например, оленеводством. И ничего в этом постыдного нет. Оленеводчество – это один из самых экологически чистых занятий, а также единственно возможная хозяйственная деятельность в тундре. Но в большинстве своем мы, как и все, живем обычной жизнью. У нас есть свои якутские IT-компании, которые известны на весь мир. Так что диким народом, который боится духов огня, нас назвать нельзя. И вообще, в следующий раз, когда вы вдруг будете представлять себе среднестатистического якута, да и любого азиата России, бурята, тувинца, любого, это будет обычный человек, который живет в ипотечной квартире в городе с плохими дорогами и вороватыми чиновниками. В общем, исходя из этого видео, этой опубликованной статьи на сайте Гринписа, а также то, что Григорий Куксин – это главный пожарный в Гринписе России, я начинаю думать, что Гринпис – это международная организация шовинистов и расистов. Я призываю Гринпис России к официальному ответу. Уважаемые зрители, пожалуйста, давайте призовем Гринпис к ответу всем вместе. И если вы смотрите это видео в Инстаграме, напишем Greenpeace.ru к ответу. Меня зовут Назаров Игорь.